В этом году в Коми приведут в нормативное состояние более 200 километров участков дорог, задействованных в движении школьных автобусов. Общая протяженность школьных маршрутов в регионе более 3500 километров. Из них треть имеет различные замечания. Больше всего проблемных участков в Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах. Александр Карепин продолжит. В прошлом году в Коми отремонтировали почти 49 километров региональных дорог, по которым школьников возят к учебным заведениям. Что же до дорог местного значения, то план даже перевыполнили. В соответствии привели почти 51 километр. Основные работы велись в Княжпогосском, Прилузском, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. В этом году объем работ значительно увеличится. Мы планируем привести в нормативное состояние более 200 километров дорог, задействованных в движении школьных маршрутов. И это, конечно, прорыв. Такого мы давно себе не позволяли и давно таких грандиозных задач перед собой не ставили. В этом году планируется привести в нормативное состояние 142 километра дорог регионального и межмуниципального значения. В Дорожном фонде республики на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Еще 60 километров приведут в нормативное состояние муниципалитеты. На условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов будет отремонтирована автомобильная дорога местного значения в Прилузском районе, а именно подъезд к поселку Гуляшор, по которому также ездят школьные автобусы. По распоряжению главы республики выделены дополнительные средства в Дорожный фонд республики Коми, порядка 3 миллиардов рублей. Значит, из этих 3 миллиардов рублей около чуть более 2 миллиардов рублей направлено на региональные дороги, и порядка 800 миллионов рублей в виде субсидий будет выделено муниципальным образованием. Все эти деньги будут израсходованы или потрачены на приведение в нормативное состояние именно школьных маршрутов. Больше всего проблемных участков в Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах. У муниципалитетов есть возможность использовать для ремонта дорожного полотна и средства проекта «Народный бюджет». В республиканской казне в ближайшие 2 года на эти цели заложено более 150 миллионов рублей. Если сами муниципалитеты проявят активность и заявятся на конкурс, то они вполне могут получить часть средств из этой суммы на приведение в порядок, в том числе и школьных маршрутов. Вопрос не только в транспортной доступности. Главное – безопасность передвижения школьников. Автобусы с ними не должны застревать, а колдобины на дорогах должны уйти в прошлое. Александр Карепин, Павел Юлианмин, телеканал Юрган.